Недопущение пожаров в Якутии – пример для других регионов страны. Глава республики Егор Борисов встретился с заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Валентиком. Практически сразу после встречи глава Якутии и руководитель Рослесхоза приняли участие в совещании с участием Кабинета министров. Подробности в сюжете Афанасия Николаева. Еще до начала пожароопасного сезона в Якутии было решено применить пилотную стратегию тушения лесных пожаров с превентивным привлечением сил Федерального резерва авиалесохраны и дополнительных средств в объеме 40 миллионов рублей. В результате площадь пожаров сократилась больше, чем в 100 раз. В этот пожароопасный сезон зарегистрировано 149 пожаров. Это примерно около 40% меньше, чем по количеству. Но при этом территория, охваченная пожаром, составляет по сравнению с прошлым годом меньше 1%. То есть 100 с лишним раз меньше территории. Егор Афанасьевич особо отметил, что в данный момент необходимо не только защитить леса Якутии, но и развивать лесное хозяйство. В частности, необходимы средства для проведения лесоустроительных работ в объеме не менее 45 миллионов рублей в год. В свою очередь Иван Валентик отметил, что помощь федерального центра не исключена. Но если есть потенциальный интерес инвесторов, есть потенциальный проект, мы готовы включать эти лесничества в план проведения лесоустроительных работ. При условии регионального софинансирования все эти вопросы мы можем обсуждать. Поэтому, естественно, мы в этом заинтересованы, понимаем, что у вас развивается инфраструктура, появляются новые возможности. И, конечно, мы это готовы учитывать. Также на совещании Кабмин Якутии озвучил вопрос о внесении изменений в постановление правительства страны номер 376 о чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров. Данный документ позволяет привлечь федеральный резерв только после объявления ЧС регионального характера. Отметьте, что в прошлом году в Республике Саха-Якутия федеральный резерв был направлен только после введения режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, когда уже возникла такая тяжелая лесопожарная обстановка в нашей республике, и стабилизировать ее удалось большими силами и затратами. В общем, все участники совещания сошлись в мнении, что в данный момент необходимы совместные усилия Рослесхоза и региона для увеличения финансирования из федерального бюджета, обеспечения своевременного реагирования на лесные пожары и развития лесного хозяйства в целом. Афанасий Николаев, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.